Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Ижади чәршәмбе». Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач «Творческая среда». Сегодня мы вас познакомим с костюмером, а ранее артисткой оркестровой группы нашего ансамбля Митяковой Ольгой Федоровной. Ольга Федоровна, мы неспроста записываем наше интервью в Якутии. Поделитесь, пожалуйста, почему? Во-первых, Якутия – это моя родина. Я родилась здесь, но в тайге. Был маленький геолого-разведывательный поселок. В этом поселке встретились мои родители. Я родилась там. Но в месяц меня оттуда увезли. И вот на протяжении всей моей жизни я мечтала побывать в Якутии. И, наконец-таки, благодаря гастролям ансамбля нашего дорогого, любимого, у нас гастроли здесь. Я на своей родине. Здорово. Поделитесь, как вы пришли в наш коллектив, как начали свой творческий путь, где вы учились. Ой, дорогие мои, это такая история, конечно, интересная. В далеком 1978 году, закончив музыкальное училище имени Гнесиных в Москве, я обязана была отработать 2 года по специальности. Мне дали на выбор 4 города. Благовещенск на китайской границе, Казань, Владимир и Ижевск. Я не знала, что выбрать. Моих родителей тогда рядом со мной не было. Я пошла к своей любимой педагогине Юлии Наумовне. Она у нас вела гармонию. И я говорю, вот куда? Я на распутье. Она мне говорит, деточка, только Казань. Это центр науки, культуры, искусства. Там жемчужина России. Оркестр под управлением великого Натана Рахлина. Деваться некуда. Подписала все документы. Ну, честно говоря, татарский народ, татарское искусство, язык, я тогда была далеко от этого, не знала. Но со мной на курсе учился крымский татарин Энвер, замечательный музыкант, баянист, вообще супер был. Мы его звали Эклером, я к нему Эклер. Выбрала Казань. Он говорит, о, классно, замечательный город. Я говорю, скажи что-нибудь мне по-татарски. И он мне начал выдавать на татарском языке такие там предложения.
Ничего не понимала, ничего, была в шоке. Ну ладно, думаю. Приезжаю я в Казань. А ансамбль тогда был под эгидой филармонии. В филармонии прихожу к директору Марат Абдрахманович Тазидинов. Вот царство ему небесное, замечательный человек, директор, бард, писал стихи, исполнял их на гитаре. И вот он мне говорит: да, коллектив только сейчас уехал в Сочи на гастроли. До этого был на гастролях в Италии. Затем у него отпуск. Вот после отпуска к нам и подъезжайте. Думаю, хорошее, крутое я место выбрала. Загранпоездки, гастроли по Сочи. Все чудно. И вот, значит, после отпуска я приезжаю в Казань. Прихожу в оркестр свой любимый под руководством Рашида Шакуровича. Идет репетиция. Я начинаю слушать татарскую музыку. Честно говоря, ничего не понимала. Вот вообще, мне все казалось одинаковым. Я была просто в шоке. Но тихо-тихо, помаленечку, передо мной ставили ноты. И как-то вот все со временем, все уже стала понимать, через себя пропускать. Ну, как вот въезжать в свою работу, в татарское искусство. Но случилось следующее. Через полгода, ближе к зиме, коллектив едет в Африку. Но молодежь туда категорически не берут. Из молодежи создают такую маленькую бригаду. И нас отправляют по районам Буинского, по Буинскому, значит, району, по деревням. И зима 78-79 год была самая лютая. Морозы под 40 градусов. Жили по домам. Гостиниц у нас там не было. Автобусов у нас не было. Из деревни в деревню мы передвигались в санях, на лошадях. Мы так мерзли. Это было нечто. Нас единственное спасали бани. 100 грамм иногда. Но это был месяц. Вот месяц вот этого кошмара, этого холода. Клубы тогда были очень старые в деревнях, не отапливались. Туалет, извините меня за выражение, на улице, никаких условий нормальных. Я родителям пишу: папа, мама, не могу. Забирайте, все, забирайте, хочу домой. Мне там родители уже в Подмосковье работу нашли. И договорились, что вот эти 2 года я буду отрабатывать дома. Ну, я так немножко успокоилась, сейчас это все закончится, и я приеду домой. И вот, значит, заканчиваются буинские гастроли. Приезжает коллектив из Африки. Очень много и всего интересного. Подарки, рассказы, истории. Любовь у меня там еще случилась. Но я застолбилась. Думаю, ладно, домой я всегда успею. И вот 44 года. Я уже в коллективе. Но самое плохое забывается всегда. Это свойство человеческой памяти. В памяти только все самое хорошее. Замечательные гастроли. Благодаря коллективу по всей России. Любой вот уголок, я там была. Загранпоездки. Все, я рада, счастлива, довольная. Я в Казани. Осталась, работаю здесь. В каких странах вы побывали и где больше всего вам понравилось? Ну вот соцстраны практически все. Там Болгария, Чехословакия, Германия. Но самая замечательная поездка – это Япония. Япония вот прям в памяти на всю мою оставшуюся жизнь. Это сказка, это сказочная страна, которая для человека создана все. Для удобства, но все вот там для человека. Замечательные были гастроли. К нам относились они очень тепло, по-дружески, потому что музыка у нас созвучна с японской, та же самая пентатоника. Вот. Ну и немаловажный факт тот, что люди у нас, вот, кто побывал в Японии, приехав в Казань, купили квартиры. То есть вот тогда видео, вот эта техника, телевизоры японские, мы тогда об этом не знали. Это где-то 86 год. И вот купив все там, продав все у нас, люди себе квартиру купили. Это сказка, такого, наверное, это в каком году? Будет. Ну, где-то 86-й. Да, Япония в памяти сказочная страна.
Это вообще непередаваемая страна. Ну, также вот Франция, интересные поездки, Шотландия, Англия, но больше всего Япония. Где вы только не были. Где я только не была. Классно. Все благодаря своему коллективу. Благодаря ему. Спасибо огромное. В вашей семье до вас были музыканты? В семье нет. У меня просто папа очень замечательно пел. Всегда в семье звучали его песни. Пластинки у нас покупались просто вот кучами целыми. То есть музыка такая присутствовала. Но в семье музыкантов не было. Вот я первый проходец. Муж у меня музыкант, народный артист Республики Татарстан, бухтарнист. Вот опять-таки он играл еще под руководством Натана Рахлина в симфоническом оркестре. Вот. Сына тоже вроде как музыку тянули, но он у нас математического склада товарищ, музыкой расстался. Я одна сейчас работаю. А родители кто по профессии? Папа у меня первая профессия геолог, а следующая профессия химик, доработал там до директора очень крупного комбината. Мама у меня финансист, главный бухгалтер, тоже такого крупного предприятия была. Вот такие у меня родители. Я им благодарна за все, что они мне дали в этой жизни. А расскажите про вторую профессию в ансамбле. Так, вот наступил такой момент, подошла пенсия. Я понимаю, что сцена любит молодых. Я прекрасно, я без проблем, без претензий. Мне предложили работать в костюмерном цехе. Честно говоря, немножко было в первое время как-то не в своей тарелке. Всего так много, костюмы, обувь, головные уборы, много танцев. На каждый танец, значит, определенная атрибутика. Но под чутким руководством моей напарницы, подруги, друга Дании, немножко я уже осмелела в этом плане. Мне очень нравится работа костюмера, потому что я понимаю, что от костюмера зависит многое. Я так боюсь что-то забыть, не дай бог. Собираю костюмы, там кофры в ансамбле. Я приезжаю домой, я опять это мысленно все собираю. Очень ответственная профессия. Тяжелая и физически, и самое главное, морально. Боюсь что-то забыть. Но стараемся с Данией, мы стараемся очень сильно. В оркестре было легче? В оркестре было легче. В оркестре иногда, конечно, немножко тянет. Но вот эта вот ответственность как-то вот меня подстегивает к этой профессии. Я ее даже любить стала. Мне комфортно. Профессия костюмера – это супер. А преподавать не хотели? Не мое. Я немножко поработала, когда училась в Москве, в Черноголовке, в музыкальной школе. Но нет, педагогика – это не мое. Ольга Федоровна, чем вы увлекаетесь помимо работы? Так, помимо работы, у меня, конечно же, дача, земля, мои цветы, грядки, парники, лук, петрушка, огурцы, помидоры. Ребят, просто люблю копаться в земле. Земля мне дает какую-то энергию. Я расслабляюсь душой и телом. Мне просто там хорошо. Вот мое хобби – это цветоводство, дача, ну и животные. У меня дома 2 кошки, донских сфинкса. Люблю их очень сильно. И они меня любят. Ну, вязание, чтение, музыка. Люблю ходить в театры, концерты, выставки, художественные обязательно музеи, живопись. Вот такие мои увлечения в жизни. А когда гастролировали, у вас были домашние животные? Были, конечно. У меня на протяжении всей жизни домашние животные. И рыбки, и черепахи, и собаки были. Вот сейчас вот 2 кота. А вы их кому-то оставляли? Но если я сына кому-то могла оставлять, то животных тем более. Муж дома. Симфонический оркестр с нашими гастролями не всегда совпадал. Оставляла с мужем. А как часто вы бывали на гастролях? Раньше гастроли были намного чаще, чем даже сейчас. И они были намного длительнее. Это месяц, 2 месяца, это точно. Постоянно мы были на гастролях. Проблема всегда была, куда пристроить ребенка.
или же отправляла в Москву к родителям, или же с мужем оставляла. Вот это была проблема большая. Но, слава богу, справились. Вы русская, а так полюбили татарский народ. Да, дорогая моя, вот мне иногда кажется, что мы одной крови, одной национальности. Даже иногда вот приезжаю домой, предположим, да, там, ну сколько там, 2-3 недели, как бы вот сижу там дома, и вдруг по радио слышу татарскую мелодию. Все, у меня все поднимается, я не могу, мое родное звучит знакомое, любимое. Трепещу. Прониклась в татарское искусство, очень люблю татарский народ и всем своим коллегам, друзьям, товарищам очень сильно благодарна за доброе, отзывчивое отношение ко мне. Всех люблю, всех без исключения, мои родные. И что я еще хочу сказать? Вот самое главное, я считаю, что мне очень сильно повезло в жизни, потому что, работая в ансамбле, филармонии изначально, я застала живых корифеев татарского искусства. У нас раньше очень часто были такие концерты «Солянки», в которых принимали участие и мастера, артисты эстрады, оперного театра, симфонический оркестр часто с нами выступал, ансамбль Анатолия Шутикова народных инструментов. И я воочию слышала, видела, пила чай с Ильхамом Шакировым, Альфией Абзаловой. И только вот потом, на протяжении, вернее, через какое-то время, понимаешь, какие это были великие люди, какие это были шикарные голоса, которые, наверное, встречаются раз, там, может быть, в 100 лет. И я очень сильно этому рада, горда, что я живой свидетель вот таких вот великих артистов. И в ансамбле при мне работала Минигюль Закиева. Вот человек без консерватории. Это просто самородок. Такое сопрано, звонкое, чистое. Не только ведь татарские произведения исполняла, а как она пела украинские песни. Это просто вот замирало все. Нафиса Василова. Это такой альт, такой мягкий тембр, такие обертона. Это просто, ее знаменитая кукушка. Ну, кто так вот споет сейчас эту песню? Ну и слава богу, дай бог ему долгих лет жизни. Равиль Габдрахманов, танцор. В жизни вроде так вот простенький какой-то, вот ходит, улыбается, все это хорошо. А на сцену как выйдет, как выпрямится, как ногу поднимет. Улыбка, очарование. Ребят, вот я считаю, мне очень сильно повезло в этом плане. И еще никогда не забуду Венера Хасановна Гараева. Я когда пришла в коллектив, она была такая молодая, такая жизнерадостная, вот такая энергичная, работоспособный человек. Вот я помню, тогда в хоре был только один человек, Флёра Аглямовна, единственная с консерваторским образованием. Все приходили или после самодеятельности, или просто вот таланты были. Вот захотели петь, пришли. И Венера Хасановна, бедненькая, она с каждым сидела после работы, изучала сольфеджио, учила партии с каждым членом хора. Никогда не опускала руки, никогда ни на кого не кричала, не ругалась, кропотливая. Учила наших артистов. К любому человеку всегда относилась с глубоким уважением. Вот ко мне, например, она всегда только на «вы». Олюшка она меня называла. А как Максимка? Всегда про сына спросит, про семью, как у меня дела, обязательно. И вот такое отношение у нее было к каждому человеку. Великая женщина. Жалко, что так рано от нас ушла. Пришла тоже Рейля Гарипова, балетмейстер, тоже молодая, задорная, энергичная, хохотушка, заводила во всяких компаниях. Рашид Шакурович, ну это вообще, это гений, это корифей в татарской музыке. Он играет все, аккомпанирует любому певцу, любому танцору. Это вот такие глыбы, такие пласты. Это история татарского народа. Таких людей вот надо просто вот никогда не забывать, почитать, уважать. Просто вот повезло коллективу, что такие люди работали у нас.
И еще, пользуясь случаем, хочу сказать, рано или поздно любому из нас придется расставаться с коллективом. Для меня это второй дом, моя родная вторая семья. Может быть, даже я уеду из Казани. Я не знаю, как сложится дальше моя жизнь. Но я везде и всем буду говорить, какая замечательная нация, татарский народ. Гостеприимная, умная, добрая, отзывчивая, замечательный народ. Ну и, естественно, в ансамбле. Есть «Жемчужина России» – это государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан. Это высокопрофессиональный коллектив не только в творческом плане, но и в душевном. Таких вот близких, отзывчивых, моих родных людей я больше нигде не встречала. И вот аббревиатура ГАПИТ вот здесь вот навсегда, красной нитью. Всегда буду помнить, любить, ждать новых встреч. Это мои самые близкие друзья в жизни. И в завершение нашей беседы мы хотим услышать от вас пожелания нашему коллективу. Ой, ребята, своему любимому, дорогому, единственному коллективу хочу пожелать только процветания, только удачных концертов, чтобы все было хорошо, замечательно, чтобы много-много было много интересных новых программ. Только процветание своему родному коллективу. За него всегда буду болеть душой, за него всегда буду держать кулаки. Пусть все будет хорошо. Спасибо вам, благодарим вас за интервью. До свидания. Спасибо вам. Спасибо.